всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я надеюсь, друзья, что у вас, наши телезрители, прекрасное пятничное настроение на календаре 4 марта. А с вами в студии мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня у нас 4 марта, пятница. Итак, что мы покажем? В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские, женщины-астронавты. И сегодня к нам в гости подойдут прекрасные дамы, которые работают в сфере ЖКХ. Народное прикладное искусство и традиционные художественные промыслы. В преддверии Дня народного мастера в Якутске проходит ряд мероприятий. Сегодня мы поговорим об этом, обсудим с гостем нашей студии. Ну, а, конечно, мы посоветуем, поможем правильно подобрать букет, ведь существует множество видов цветов и выбора очень много. И, конечно же, по традиции поделимся с вами рецептом вкусного завтрака. Друзья, также принимайте участие в нашем эфире, будьте с нами на связи, делитесь своим настроением, рассказывайте, какие у вас планы на эти выходные. По номеру WhatsApp вы можете нам написать на номер 8 914 273 44 88. Мы обязательно в прямом эфире зачитаем ваши сообщения. Ну и наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну а до самого главного праздника весны осталось всего каких-то 4 дня. Ну а какие даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим прямо сейчас. На календаре 4 марта. Сегодня отмечают Всемирный день инженерии. По народному календарю наступает день Архипа и Филимона. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными. Если пролетела чайка, скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые, тепло не за горами. В этот день в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». В этот день, 145 лет назад, американец Эмиль Берлинер создал микрофон. В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп». За обозримое время в Бермудском треугольнике бесследно исчезло немало кораблей и самолетов. Компания Sony приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка положила начало успеху компании. В этот день родились Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер. Николай Гоголь, русский писатель, классик мировой литературы. Юрий Сенкевич, советский и российский путешественник, телеведущий, ученый. Лариса Лужина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Борис Моисеев, советский и российский танцовщик, хореограф, певец, заслуженный артист России. Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот. А мы хотим напомнить, что наша программа объявила о начале конкурса двойников среди наших зрителей. Если вы или кто-то из ваших знакомых похож на известного человека, то присылайте свои фото нам в WhatsApp или в директ Инстаграма. Результаты конкурса мы подведем 1 апреля. Победителя ждет суперприз – профессиональная фотосессия в образе. Участвуйте. Фотографии можно будет отправить нам на почту utroyakutia@mail.ru в Инстаграме и также на номер WhatsApp. Ну, давайте сейчас посмотрим, у кого из знаменитостей есть двойники. Похожи или нет? Итак, Стефания Маликова и Хлоя Морец. Дочь Дмитрия Маликова часто сравнивают с актрисой Хлоей Морец. Они и правда похожи. Глаза, улыбка, волосы, брови. Катерина Шпица и Джеральдина Чаплин, дочь Чарли Чаплина, в молодости очень похожа на миниатюрную красавицу отечественного кино Екатерину Шпицу. Тина Канделаки и Пенелопа Круз. Тину постоянно сравнивали с Пенелопой, но сравнение, согласитесь, очень лестное. Ну и, конечно, Райан Рейнольдс и Райан Гослинг. Они часто становятся предметом для обсуждения из-за множества черт сходства, и имя у них общее. И черты лица похожи, и цвет волос.
Разве что глаза разные, у первого голубые, а у второго карие. Но в наше время женщин можно встретить почти во всех профессиональных сферах. В сфере ЖКХ в Якутии трудится немало женщин, которые выполняют ответственную и важную работу. Они не только с уверенностью справляются со своими должностными обязанностями, но и находят время на семью, воспитание детей, хобби и общественную деятельность. В преддверии Международного женского дня 8 марта и с Года матери в Якутии мы расскажем о женщинах в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ведь очень интересно, как судьба свела их с такой сложной и далекой от женщины отраслью. Сегодня у нас в гостях работники якутской кассети, начальник абонентского отдела Варвара Федотова и ведущий специалист отдела логистики и эксплуатации Ирина Горлатова. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Скажите, почему вы решили связать свою жизнь со сферой ЖКХ? Позвольте, я расскажу. Моя профессия изначально совершенно, казалось бы, далека от от того, чем я сейчас занимаюсь. Я программист, то есть человек, работающий в IT-сфере. Но так получилось, что с моим домом произошла беда, угроза обрушения. Я обратилась в управу округа, где мне просто специалисты помогли, и я поняла, что постепенно входила в тему и поняла, что они мне помогут. Я пришла и сказала, я хочу работать в вашей команде. И они меня взяли. Сначала занималась общими вопросами и очень быстро вошла в эту тему. И мне, честно говоря, получила большое удовлетворение того, что получалось заниматься и техническим состоянием здания округа, и благоустройством, и санитарным состоянием. Но за этими словами стоит очень большой труд, зачастую до позднего вечера. Но я очень благодарна тем учителям, которые у меня были. И вот так потихонечку я вошла в эту тему, в эту сферу, и совершенно не жалею, что этим занялась. Потому что эта сфера в настоящее время привлекаются в том числе и IT-технологии, обязательно использование системного подхода, анализ, логистика – это очень серьезно. Коротенько могу рассказать, чем занимается наше предприятие. Конечно, расскажите. Оно относительно молодое, то есть действует с 2019 года. Коллектив тоже молодой. У нас есть люди в основном с опытом работы в сфере ЖКХ. Это люди, работавшие и в структурах окружной администрации, и в других организациях ЖКХ. Этот опыт передается с удовольствием нашей молодежи. Я с гордостью могу сказать, что якутская кассета – это кузница молодых кадров ЖКХ, системы ЖКХ нашего города и республики. И вот это объединение мудрости старшего поколения и умения учиться, в том числе и у молодежи, чего я не стесняюсь учиться у них, и привлечение их навыков и знаний, которые они получают сейчас, это, конечно, очень здорово. Я работаю в отделе логистики и эксплуатации. Что такое логистика? Применительно к нашему предприятию, это управление потоками, транспортными потоками и информационными. Работа очень интересная. Трудности, конечно, есть. Отмечу, что транспорт, который используется, спецтранспорт, он у нас создан для комфортного обслуживания до 35 градусов мороза, не ниже. Мы все прекрасно знаем, наши климатические условия, техника ломается, поэтому, любой автолюбитель, наверное, знает, что содержание техники в условиях севера – это очень дорого, это очень, очень тяжело. Но мы успешно справляемся с этим, несмотря на эти все трудности, и стараемся все вопросы, которые стоят перед нами, то есть это и участие в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов, это и работа по несанкционированным свалкам, и достижение показателей региональной программы, это основные наши направления. Она у нас, конечно, делается очень успешно. А в отделе эксплуатации ребята, в основном мужчины, работают. Нас, женщин, там мало, но мы очень-очень хорошо нашли какой-то хороший контакт такой с молодежью, с ребятами, с нашими. Я думаю, у нас все получается.
Действительно, достаточно сложные у нас условия. Если, например, те же дорожные работы, по-моему, после минус 40 уже не выезжает транспорт, то мусоровозы мы никак не можем остановить эту работу. То есть гидравлика замерзает. Я сам это все видел, мы снимали сюжет. А скажите, а вот есть ли какие-то льготы по вывозу мусора и как их можно получить? Да, наша услуга является коммунальной услугой, так как и все остальные коммунальные услуги. Этим занимается отдел субсидий. Можно обратиться в агентство субсидий, кто подходит по критериям. Но это отдельная структура государственная, поэтому просим обращаться туда, чтобы получить какие-то льготы. Они находятся на улице Курашова, 1/1. А вот, допустим, если жилец уехал из дома на какой-то период в отпуск или, может быть, в район, как произвести перерасчет за услуги ЖКХ во время его отсутствия? Да, перерасчет, конечно, возможен. Если человек отсутствовал более 5 дней, он должен предоставить подтверждающие документы. Это может быть посадочный талон с самолета, может быть с поезда билеты, или находился в санатории, может в стационаре находился человек. Тогда по приезду в течение 30 дней к нам подходят со всеми подтверждающими документами. Также обязательно нужно предоставить справку формы 3 с паспортно-регистрационного управления и пишут заявление. В течение 5 дней мы рассматриваем и направляем. А вот кто устанавливает нормативы и вот стоимость за услуги за вывоз мусора? Так как я сказала, что это коммунальная услуга, у нас предельный тариф, его утверждает Государственный комитет по ценовой политике. А где можно оплатить услуги? Оплатить услуги можно через онлайн-сервисы Сбербанка, ВТБ банка, Алмаз-Эргенбанка, так и непосредственно в самом банке, в кассах энергосбыта, в кассах расчетно-кассового центра, ну и в отделениях Почты России. Ну и поздравления таким же женщинам, самоотверженным, как вы, наверное, в преддверии нашего женского праздника. Дорогие женщины, будьте любимы, будьте здоровы. Обязательно, чтобы у вас в душе была вера, у вас обязательно должна быть мечта, надежда и любовь. И у вас все получится. Спасибо большое. И я, конечно же, от лица мужского коллектива нашей программы также поздравляю вас с наступающим женским днем, всех наших телезрительниц. Ну и, конечно, желаю вам успехов в вашем труде. Спасибо. Спасибо большое. А мы двигаемся далее. Сейчас буквально мы прервемся на небольшую паузу и продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия! Запрет на показы мировых блокбастеров зарубежных кинопроизводителей даст новый толчок к развитию как отечественного кинематографа, так и выходу к прокату других игроков этого рынка. Об этом сообщают эксперты кино. Так и на сегодня якутские кинотеатры уже поменяли свой репертуарный план на ближайшие месяцы. По словам руководителя рекламного отдела кинотеатра «Лена», с предложением показать свои фильмы на них вышли представители Республики Казахстан, Индии и кинопроизводители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, городские кинотеатры увеличивают показы и якутских кинокартин. В связи с тем, что основные наши партнеры убрали с проката свои фильмы, нам пришлось переработать наш репертуар. Теперь у нас остались не фильмы, блокбастеры студий, но в то же время есть фильмы независимых компаний, американских студий, европейских студий. Очень много будет, наверное, сейчас азиатского кино. Также на нас вышли наши партнеры из Казахстана. Вышли ребята из киностудии, которые занимаются индийскими фильмами. Мы сейчас составляем новый репертуар. Начиная с 10 марта, через каждые 2 недели будут выходить якутские фильмы.
В столичных аптеках запаса лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, хватает, дефицита не наблюдается. Об этом отмечают не только сами фармацевты, но и население. Так, по словам продавцов аптечных сетей, они полностью обеспечены лекарствами, как отечественными, так и зарубежными. Но при этом они сообщают, что на часть нежизненно необходимых лекарств поставщики все же подняли цены. На данный момент они немного повысились на импортные средства. Цены на жизненно важные лекарственные препараты выше предельных, установленных государством, не будут. Это строго регулируется. Большинство импортных лекарственных средств имеют отечественные дженерики. Это препараты, идентичные оригиналу по составу и лечебному действию. Аптеки нашей сети обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами, но как себя поведут зарубежные производители, никто сейчас предсказать не может. Поэтому надеемся, что из гуманных соображений поставки лекарственных средств под санкции попадут в последнюю очередь. Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. Русский драмтеатр готовит постановку по пьесе японского драматурга, но, несмотря на это, применима ситуация и к настоящему времени. «Академия смеха» – так называется спектакль. В нем участвуют всего 2 актера. Но свою роль сыграют и декорации, которые выступят словно арена для борьбы. Споры и непринятие, разногласия и отстаивание точек зрения цензора и автора, но в итоге при рождении и создание чего-то совершенно нового и удивительного. Об этом поведает спектакль «Академия смеха». Премьера состоится сегодня, 4 марта. Руководство театра уверяет, что подобных постановок в репертуаре русского драматического еще не было. Здесь у персонажей, которые находятся внутри этого спектакля, происходит поворот на 180 градусов. Они меняются. Я боюсь что-то сказать лишнего, то есть спойлер такой выпустить в эфир. Ну, в общем, это очень интересная история. Это про черное и белое, и про все то, что это неоднозначно, все, что с нами происходит. Я даже удивился, что здесь нет отрицательных персонажей. На первый взгляд они могут показаться таковыми, но когда досмотрите до конца спектакль или дочитаете пьесу, вы понимаете, что не все так однозначно. Смотрите турнир «Хангалас Хапсагай» в субботу и воскресенье с 14:30 по якутскому времени на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», а также на YouTube-канале НВК «Саха». Трансляция соревнований первого дня, 5 марта, продлится до 18:00, 2 до 20:00. Также телеканалы в прямом эфире можно смотреть через мобильное приложение НВК «Саха». Традиционный турнир в этом году пройдет уже в 25-й раз. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем наш утренний эфир на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». Произведения искусства только тогда обретают смысл, когда мастер при их создании вкладывает в них душу. Об одном из таких мастеров мы расскажем далее. Народный мастер – человек, который умеет что-то создавать своими руками. У кого-то получаются красивые чароны, кто-то делает великолепную вышивку для унтов, а кто-то создает шляпы из конского волоса, а кто-то ваяет скульптуры. Тумен Хамаганов – мастер, художник, скульптор. По словам самого Тумена, он инженер по образованию и художник по призванию. Окончив нефтегазовый институт и проработав много лет в отрасли, Тумен решил полностью посвятить себя творчеству. На выставке мастер представил свои работы, объединенные одной философией – духовным богатством своего народа. Основная философия моих работ, это связано с моим народом. Я придерживаюсь того, что народ Саха, любой народ, но в том числе наш народ, он богат духовно, внутренний мир нашего народа, он связан в основном с природой. У нас, сами знаете, суровые условия, и это дает нам, какие-то внутренние силы. И вот эти силы я в своих работах пытаюсь как-то показать. Первая из представленных работ посвящена, конечно же, женщине, матери. Благословение матери. То есть в суровых условиях, женщина, мать, она играет особую роль. И благодаря ее
благословению наш народ как бы, процветает, можно сказать, выживает, процветает, в этом плане. Игра на хомуте, и, хомус, он для меня как бы означает, такое звуки очищения. И как раз духовному очищению посвящена вторая работа. Очищение растаны. Человек время от времени, я думаю, должен очищаться. Каждый день мы моемся, в баню ходим, допустим, по воскресеньям, да, и также человек должен как-то очищать свой внутренний мир. Есть такое понятие, как турорустим. Если дословный перевод, прямой контакт. Ведь человек, который сидит спокойно, да, он очищается от своих проблем, можно сказать, каких-то обид. И третья работа – это, конечно же, неразрывная связь человека с его предками. Пробуждение предков. То есть, пытался показать связь с прошлым. Мы же нас не с капусты находят, не аист переносит, а мы рождаемся от отца, матери и так далее. Пошло-поехало, да, вот. И каждое поколение накапливает свое богатство духовное. Почти 9 лет Тумен вынашивал идеи своих работ, создавая их из пластилина. Но все не решался перенести на более долговечный материал. И в конце 2001 года сработал внутренний щелчок, и произведения были отлиты в бронзе. Не случайно мастер выбрал именно такой материал. Хочется создавать что-то на века, признается Тумен. Я сам понял, что мне ближе творчество. И потихонечку как-то душой и головой ушел в этот мир. И сейчас я счастлив, спокоен, умиротворен. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. В эти дни в Якутске идет межрегиональная выставка «Народное искусство. Национальное достояние». И в рамках этого проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири». Принимают участие специалисты из разных регионов России. И сегодня у нас в гостях член Общественной палаты Республики Алтай, президент Ассоциации народных художественных промыслов «Алтайский войлок» Республики Алтай Айсура Таханова. Доброе утро. Доброе утро. Айсура Альбертовна, вы приехали по приглашению фонда УУЗ. Расскажите, какие у вас впечатления о Якутии, вообще мероприятием? Вы в первый раз у нас в Якутии? Добрый день. Я приехала представлять свою Республику Алтай на такое важное, прекрасное мероприятие. В Якутске я не первый раз. Мы периодически по приглашению приезжаем, выставляем свои народно-художественные промыслы, участвуем в различных мероприятиях, мастер-классах и конференциях. Можете несколько слов рассказать о вашей организации и какие цели и задачи ставит перед собой ассоциация? Ассоциация народных художественных промыслов «Алтайский войлок», она организована у нас более 10 лет назад с целью популяризировать и с целью сохранения и популяризации народных художественных промыслов у нас на Алтае. Почему именно алтайский войлок? Войлок у нас в регионе очень хорошо сейчас развивается. Учитывая то, что у нас в республике в Пазырских курганах был найден самый большой войлочный ковер пазырской культуры, это 5-3 века до нашей эры, ковру более 2500 лет. Великое наследие, которое осталось нам от наших предков, это для нас большое достижение, достояние, и наша задача именно изучать данное ремесло, развивать данное ремесло и пропагандировать, популяризировать именно народные художественные промыслы. Кроме сохранения традиций вашего народа, вообще как сейчас современная мода, молодежь вообще воспринимают изделия из войлока? И отвлекаются на эти изделия из войлока у нас стали очень популярными. Сейчас в основном все стараются обучиться этому ремеслу. Тем более у нас правительство поддерживает данный вид и периодически проводит различные мастер-классы, семинары по народно-художественным промыслам. А молодежь привлекает именно, то есть у них появляется интерес к народным традициям, к корням, к языку, к культуре. И поэтому носить национальную одежду, носить изделия из войлока, для них это стало очень популярным и модным.
То есть, получается, сейчас идет некая такая Тенденция, тенденция для того, чтобы возвращение из поколения к в поколение идет И передача вот этих древних знаний с поколения в поколение у нас, оно практикуется нашими мастерами, нашими ремесленниками. И это не только передача знаний, это сейчас в современном мире у нас и дополнительные можно производить сувенирную продукцию. Как у нас регион Республика Алтай очень популярный в туристическом плане, и популяризация народных художественных промыслов и производство сувенирной продукции – это очень популярно и пользуется большим спросом. Кроме демонстрации именно изделий из войлока и вообще самой культуры, как вы еще, какими способами привлекаете молодежь, а также своих земляков? Мастер-классы, может быть, у вас какие-нибудь проходят, обучающие курсы? У нас, периодически проходят мастер-классы, обучающие семинары. Мы пишем проекты на проведение различных мероприятий, изучаем историю, культуру, традиции, также перенимаем опыт старшего поколения и передаем молодежи. И проходят у нас тоже мероприятия, посвященные этим мастер-классам и так далее. Всячески стараемся поддерживать и продвигать. А какие дальнейшие планы у вас по сотрудничеству с нашей республикой? Планы большие, потому что мы не первый год приезжаем, мы периодически приезжаем говорила уже, на выставки, на мероприятия. И для нас очень большой опыт, потому что Якутия в этом плане очень хорошо идет вперед и развивается, и мы для себя берем много полезного и общаемся с мастерами. Для нас это очень такая хорошая площадка для того, чтобы обменяться опытами с мастерами из других регионов. И сейчас мы общались, и, например, такое ремесло, как изделия из конского волоса. У нас, например, на Алтае нету, но хотелось бы, конечно, в плане таком обмениваться опытом и знаниями, сотрудничать по народно-художественным промыслам, также по таким мероприятиям, как у вас проходит, тоже надо бы. За эфиром мы с вами пообщались, и оказывается, у вас кроме партнерских отношений с нашей республикой, практически наша Якутия ваша вторая родина. У вас дочь учится у нас в Якутске. Да. Расскажите об этом. Почему выбрали наш регион? Почему выбрали ваш регион? Потому что у нас, когда мы закончили школу, у нас стал вопрос, куда поступать. Выбрали именно Якутск, потому что мы считаем, что именно в Якутске выбрали профессию ювелира. Почему? Потому что именно в Якутске даются именно базовые знания, опирающиеся на национальную культуру, на традиции, на обычаи, на изучение орнаментов. Мы считаем, что это очень хороший фундамент для дальнейшего развития, для обучения, потому что развитие ювелирного дела у нас в Республике Алтай только на начальном этапе, и хорошие такие практические знания нам очень необходимы. Поэтому мы выбираем однозначно только учебное заведение Якутска. Также у нас поступили ребята в театральное, это года 2 назад, при поддержке режиссера Андрея Савича. И сейчас в Якутске уже 5 студентов обучаются. Так что у нас очень хорошие такие связи, партнерские отношения и даже дружеские уже, да, почти дружеские семейные. Да? Да. Большое спасибо за то, что в это утро вы пришли к нам в студию, рассказали. Мы, во-первых, хотим поблагодарить вас за это, а также еще и поздравить в преддверии праздника 8 марта. Спасибо большое. Желаем успехов вам, конечно, сотрудничать с нашей республикой, дочке хорошего обучения, ну и, конечно же, в творчестве и во всех делах. Благодарю. Спасибо большое. Сегодня музейный гид знакомит нас с первым русским живописцем Арктики Александром Борисовым. Глядя на его работы, иногда кажется, что он подсмотрел, тонко уловил у природы почти невидимые оттенки, тщательно их изучил, а потом все это передал в полотнах. Перед нами не просто картины, а результат долгой внутренней работы. Александр Борисов – художник, которого называли русским Нансеном. Все его картины посвящены одной теме – Крайний Север. Он много путешествовал, изучал Арктику, Новую Землю.
И это первый художник, который побывал за полярным кругом. С детства он бредил путешествиями, и такая возможность ему представилась в 1894 году, когда он с полярным исследователем Сергеем Витте отправился в морское путешествие. Конечно, он был очарован природой Крайнего Севера, он сделал очень много зарисовок, написал много картин. И уже в 1899 году он отправился в очень сложное, в очень опасное путешествие по Новой Земле. Вот в условиях климатических, очень серьезных, ему предстояло очень много работать, очень много писать картин, и он выработал свою такую своеобразную систему этюд на натуре. Ему нужно было очень быстро и точно запечатлеть увиденное и передать это живое видение. Он был очень смелым, отважным человеком. Вот в нашей экспозиции представлено его произведение «Становище», «Малые Кармакулы», «Маточкин шар». Это полярная станция, где жил и работал художник. Благодаря Александру Борисову на карте Новой Земли увековечены имена великих художников. Есть мыс Шишкина, Репина, Верещагина, Айвазовского, и даже ледник назван именем Павла Михайловича Третьякова. В 1907 году у него состоялась выставка в Лондоне, которую посетил исследователь Нансен. И он наградил художника орденом Святого Олафа от имени правительства Норвегии и Швеции. А уже на следующий год его картины экспонировались в Белом доме. И это первый русский художник, которого принял президент США. Я видел белый цвет земли, где безымянный почерк следа водил каракули средь снега и начинал тетрадь зимы. Замечательно. Полин, вообще, какие цветы ты бы хотела получить на 8 марта? Я обычно на такой вопрос, когда меня спрашивают, какие цветы мои любимые, я отвечаю, что я люблю не цветы, а их количество. Вот так. Ну что, друзья, мотаем на ус. Но дарить букеты на 8 марта – это прекрасная традиция, которая позволяет лишний раз порадовать наших любимых женщин. Но многие в преддверии праздников впадают в ступор и не могут определиться с подарком. Ведь существует огромное количество разных цветов, и по этикету букеты для жены, коллеги, дочки должны быть разными. Вместе с Леной Бочковской мы поможем подобрать идеальный презент для важных девушек в вашем окружении. Спросите у знакомых женщин, какие цветы у них ассоциируются с праздником весны. Наверняка 8 из 10 первым делом назовут тюльпаны. Эти цветы являются беспроигрышным вариантом для подарка. Но не забудьте учесть их оттенок. Так, красные означают страсть и роскошь, поэтому наиболее уместно подарить их жене или любимой девушке. Розовые символизируют гармонию, белые – чистоту и свежесть, а желтые – уважение и признание. Мало какая женщина сможет устоять перед розами. Но эти роскошные цветы, особенно в красных и розовых оттенках, в этикете считаются довольно личным презентом. Пионы станут прекрасным подарком для особенного человека в вашей жизни – любимой девушки, мамы или подруги. Конечно, ответ на вопрос, какие цветы обычно дарят на 8 марта, не ограничивается только этим списком. Так, в последнее время популярность набирают нежные, очаровательные гипсофилы. Давно вот эти воздушные цветочки популярны, добавляются там и в хризантемы, и в розы. Но сейчас тенденция такая, что их окрашивают флористы и формируют, допустим, цветной, яркий, необычный букетик. И он воздушный, и он такой легкий, и он такой, как бы вот, праздничный, очень даже интересный, на мой взгляд. Для девочки, значит, что мы можем сделать? Можно взять, допустим, кустовые розочки разных расцветочек, добавить каких-то ярких штрихов, в виде, допустим, там статицы фиолетовой, да, в виде там желтой мимозы. И вот чтобы на контрасте был построен букет, естественно, он будет небольшой, маленький, аккуратненький, в современной какой-нибудь пленочке. А для девушки подойдут более романтичные цветы. Это светлые сорта роз, это опять-таки, пионы даже на первом месте получается, да. Что-нибудь разбавить альстромеей, устом и сделать такое воздушное, легкое, светлое. Для дамы такого, скажем, среднего возраста, да, на первом месте, конечно, будут розы. Какие-нибудь страстные, красные, или на контрасте с белыми сделанные розы.
Ну, или добавить какой-то туда экзотики. Например, вот протея королевская. Это символ, цветок Южноафриканской республики. То есть, если мы поставим ее в букет, она будет там такая вот, прям такая изюминка хорошая, интересная. Ну, и для бабушек, скажем так, да, для возрастных людей подойдут хризантемы, что-то практичное, как бы, да, что-то такое долгостойкое. Все чаще представительницы прекрасного пола выбирают цветы в горшках. Для этого не обязательно относить себя к категории домашних садоводов. Такой подарок будет долго радовать глаз его обладательницы. Вот, например, орхидея фаленопсис. Она подходит для страстных натур, для интересных, для творческих, для современных. Она совсем не прихотлива в условиях ухода, потому что многие думают, что страшно там с ней заниматься. Ничего подобного. Один раз научиться стоит, и можно вообще с ней долгие годы будет вас радовать. Для женщин более возрастных и таких уже избалованных цветами я предлагаю, допустим, азалию. Есть штампы в виде деревца такого на стволе. Есть разные вот такие вот горшечные небольшие азалии. Они цветут, они пахнут, они благоухают, они создают праздничное настроение. Бонсайчики такие интересные, праздничные, такой подарочный вариант в виде тоже небольшого деревца, элитного такого, благородного. Ну и для подростков, допустим, вот такая вот дианея. Это хищное растение. Это растение перерабатывает насекомых. Попадают сюда насекомые, и 2 недели примерно на переработку этого насекомого он будет, значит, кушать, съест, и вот будет питаться этим. Не оставляйте без внимания коллег и партнеров. Выбирайте букеты сдержанных тонов и лаконичных форм. Начальнице можно преподнести более солидную композицию, например, букет в корзине, а для коллег выбрать милые оригинальные мини-букеты. Все цветы, как и дамы, прекрасны. Главное — дарить их от души. Тогда наверняка они еще долго будут дарить радость и хорошее настроение. Якутская спортсменка Рената Курчатова за февраль успешно выступила сразу на 3 турнирах. Она завоевала бронзу Кубка России, затем стала победительницей первенства России в личном зачете в городе Орел. Тем самым она завоевала право на поездку в составе сборной России на первенство Европы в Словению. На соревнованиях в городе Лашко Рената стала обладательницей бронзовой медали в командном турнире. И сегодня у нас в гостях Рената Курчатова и ее личный тренер Балдар Балданов. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляем вас с таким хорошим результатом за всего лишь такой короткий месяц, за февраль. Ну и, Рената, у меня первый к вам вопрос. Как давно и почему вы пришли в этот спорт? На стрельбу из лука я пришла в 2015 году, потому что у меня мой дедушка, он ушел на пенсию, получается, и ему предложили заниматься вместе со своим братом. И они мне предложили, я сначала не очень захотела, меня это не очень заинтересовало, потому что я не знала, что это. Потом я пришла с ними на тренировку, мне все показали и начала заниматься. Это был достаточно успешный сезон. Вот как вы оцените свое выступление в Орле и в Словении? В Орле я выступила очень хорошо. Я считаю, я хорошо тренировалась. И, в принципе, все то, что для чего я работала, это все у меня получилось. И выехав на первенство Европы, получается, там, конечно, не очень, не то, что я хотела, получилось, но все равно результат очень хороший. Что вам дает этот спорт? Он дает мне очень много эмоций, много знакомств. Я люблю выигрывать, получается. Вот. Здоровый такой соревновательный, да? Да. А какие у вас планы и входит ли в эти планы участие в 8-х спортивных играх народов республики, который пройдет этим летом в Усть-Алданском районе? Да, я планирую там выступить и планирую успешно там выступить. И вообще сейчас я тренируюсь, во-первых, на чемпионат России и на первенство России, которые вскоре, сроки еще не определены, но буду там выступать. Как проходит подготовка? Сколько раз в неделю у вас тренировки? Тренировки у меня 6 дней в неделю, воскресенье выходной. Делаю 2 тренировки, то есть утром, потом перерыв на обед и после обеда. Вопрос вашему тренеру. В чем сложности занятия стрельбой из лука и какие качества нужны спортсмену для того, чтобы достичь успехов в этом виде спорта? Во-первых, конечно, это технический вид спорта. То, что
для спортсмена необходимо инвентарь. Ну и, естественно, школа для спортсмена, который, ну, как бы сказать попроще, ну, спортсмен должен иметь огромное желание, во-первых, вот, ну и дальше все как бы получится у него. А в каком возрасте лучше вот начинать уже тренировки, первые шаги? Ну, самый для меня, как бы, ну, мое личное мнение, необходимо для спортсмена возраст это от 10 до 12 лет, ну, начало первых тренировок. Где у нас можно заниматься и вообще сколько стоит как раз-таки занятия этим видом спорта? У нас, так как сейчас бюджетные школы республиканские, то и детские юношеские спортивные школы, ребенок, то есть бесплатные тренировки у него, обеспеченный тир, ну, как бы никаких этих вложений не нужно для начала. Ну, в конце уже, там, если вот начинает он результаты показывать, там, естественно, нужно будет приобретать инвентарь более уже профессиональный, с тонкими такими подгоночными элементами. Ну, это уже, конечно, там вложиваться надо. Угу. Ну, прямо сейчас мы прервемся на небольшую паузу и более подробно мы узнаем далее. Ну и также, друзья, не забывайте, что вы можете принимать участие в наших эфирах, присылайте свои пожелания на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. В общем, участвуйте также в нашей программе. Вернемся после небольшой паузы. Доброе утро, друзья! Всем, кто с нами начинает этот день, а также тем, кто только присоединился. У нас в гостях очень интересные гости. У нас, во-первых, победительница Кубка России, а также победительница первенства России в личном зачете в городе Орел, спортсменка Рената Курчатова, наша соотечественница, а также ее тренер. Ну что, мы продолжим наш разговор. Вот я смотрю на ваш лук, который находится у нас в студии. Он достаточно такой большой, да? Вот как вы ходите на тренировки? Вот, например, ну, музыканты, музыкальную школу, например, дети ходят, допустим, ну, со своими инструментами. Как это происходит у лучников? Ну, вообще лук, он состоит, ну, из разборных частей. То есть мы его разбираем, упаковываем. У нас есть специальные чемоданчики. Он не такой объемный, вот как вот сейчас стоит. Да, это вот в собранном виде. А так его, в принципе, если очень захотеть, можно и в обычный рюкзак поместить. Ну, там, конечно, торчать немножко будет, но... Я по форме смотрю, что это более такой, ну, классика, да? Несмотря вот на вот этот длинный элемент, это для прицеливания? Штатив? Стойка? Нет, это система стабилизации. Есть еще, я знаю, вот это с блоками, да, блочный лук. Это классический. И в чем вот их основные отличия? Ну, эти два вида, это два дивизиона разных совершенно. Блочный лук, он более предназначенный для охоты. Вообще его сделали для охоты. Вот. Ну и ввели как бы спортивную часть, более тонкое попадание в нем, из него. Но он как бы не является олимпийским видом спорта, но вскоре, возможно, и станет, только в помещении, но пока там на стадии разговоров все это. А вот классический лук, он более сложный составной, сложный вид. С него как бы нужно тренироваться более плотно, чтобы добиться каких-то результатов. И в связи с этим, то, что из него сложнее стрелять, он является олимпийским видом. Правильно ли я понимаю, что если Рената, например, возьмет блочный лук, то результаты будут еще лучше? Ну, здесь, конечно, есть свои тонкости, потому что Рената, она классик, всю жизнь с классического лука тренировала, стреляла. То есть так не получится, конечно, как вы сейчас сказали. То есть нужно переучиваться, обязательно. Да, там есть свои нюансы в блочном луке. То есть каждый спортсмен понимает это, но вот, ну, там достаточно тяжело будет ей настроиться на блочный лук. Ну, пользуясь случаем, хотелось бы пожелать, поблагодарить наше руководство Министерства спорта Республики Саха-Якутия о поддержке этого вида спорта. Отдельно хотелось бы отблагодарить Василия Ивановича Егорова, начальника Центра спортивного резерва, подготовки спортсменов, Центр спортивной подготовки Михаила Дмитриевича Пахомова, ну и своего директора Школы олимпийского резерва имени Алкивиада Сидоровича Иванова,
Также хотелось бы огромную благодарность сказать в адрес Василия Васильевича Ефимова, это генерального директора венчурной компании «Якутия», который спонсировал этот прекрасный лук новой модели, с которого мы будем готовиться дальше. Ну и нашу федерацию, естественно, Республиканскую федерацию, это Василия Петровича Николаева. Спасибо вам большое. Также я хотела бы поблагодарить, во-первых, своих родителей за за поддержку и в всех моих начинаниях, то, что они меня поддерживают. Также хочу поблагодарить директора ООО «Прогресс» Пенигина Алексея Семеновича за также поддержку. Мы желаем только дальнейших успехов вам. Мы, конечно же, будем за вас держать кулачки на первенстве России, а также на наших играх, которые будут уже вот этим летом. Балдар, ну вам также желаем успехов в тренерской работе, чтобы ваши ученики занимали призовые места. А мы двигаемся далее, и прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель с последними и актуальными новостями в республике, в стране и за ее пределами. Доброе утро, Якутия! Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября. Документ опубликован в Думской электронной базе. Отмечается, что законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России. Прием заявок на конкурс грантов главы Якутии на развитие гражданского общества завершился. Всего поступило свыше 360 заявлений. Сообщается, что большое число заявок зарегистрировали из районов республики – 221, из Якутска – 143. Наибольшее количество участников отметили по направлению деятельность в области культуры, искусства, содействия духовного развития личности. Туда поступило 67 заявок. В конкурсе на получение грантов принимают участие только социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории республики. Также до 15 марта 2022 года можно сдать заявки на конкурс Фонда президентских грантов на сайте президентскиегранты.рф. Улица Дзержинского в Якутске будет перекрыта на 1 час в связи с проведением шествия в национальной одежде 5 марта. Шествие посвятят Году культурного наследия народов в России, говорится в сообщении. С 11 до 12 часов по местному времени перекроют участок от улицы Федора Попова до площади Орджоникидзе. Маршрутные автобусы проложат движение согласно разработанным схемам объезда. С ними можно ознакомиться на сайте мэрии Якутска. На этом у нас все. Отличного дня! Большое спасибо, ребята, за полезную и интересную, а главное, актуальную информацию. Ну а мы двигаемся далее. Сейчас на часах самое время позавтракать. И, между прочим, утро 40% людей это традиционно начинают как раз-таки завтрак. Но прежде этого они начинают его с чашки кофе. Кофе пьют на ходу и дополняют его какой-нибудь пиццей, булочкой там, или купленными в магазине по дороге на работу. Вот и весь завтрак. То есть они практически на месте не сидят. У специалистов всего мира война мнений по поводу завтрака. Одни считают, что завтрак должен быть частью жизни. Он помогает восстановить запас питательных веществ, израсходованных за ночь, заряжает энергией, активизирует метаболизм, позволяет контролировать аппетит и не переедать в течение дня, повышает умственную и физическую активность, а также обеспечивает хорошее настроение и бережет нашу сердечно-сосудистую систему. В принципе, это все такие известные вещи, знает о них абсолютно каждый, но привычки все равно берут свое. И кто-то на отказ, просто наотрез отказываются завтракать и предпочитают то самое кофе на бегу. Действительно. Ну а сейчас, да, пришло время и очередь узнать рецепт вкусного и необычного завтрака. Бренд-шеф гастробара «Щегол» Анна Черных научит нас готовить вафли из отрубей с яичницей и креветками. Доброе утро, меня зовут Аня, я бренд-шеф и владелец гастробара «Щегол», и сегодня мы приготовим с вами мое любимое блюдо
вафли на основе овсяных отрубей с креветками и с яичницей глазуньей. Для приготовления наших вафель нам понадобятся овсяные отруби, самое главное вместо муки, разрыхлитель, растительное масло, какой-то белок, например, креветки это могут быть, или курица, или лосось, все, что вам нравится, яйцо. Соус терияки мы возьмем, потому что они хорошо сочетаются с креветками, и вкусный авокадо. Ведь завтрак должен быть сбалансированный, белки, жиры, углеводы. В этом завтраке все как нужно. Нам нужно одно яйцо. Нам для этого не нужно ни миксер, ни венчик, ничего. Пару чайных ложек овсяных отрубей, немножко разрыхлителя. И можно вилочкой все взбить. Перемешать до консистенции сметаны. Если вы чувствуете, что жидковато или густо, можно разбавить либо молоком, либо йогуртом несладким, либо сметаной. Если жидковато, то можно добавить овсяных отрубей, но отруби со временем набухают. Разогреваем хорошенечко вафельницу. Вы можете смазать ее немножко маслом. Выкладываем тесто в вафельницу. И выпекаем до готовности. Пока готовятся наши вафли, мы можем почистить креветки. Кстати, их легко чистить вот так вот ножницами. Разрезаем пузико и снимаем панцирь. Кстати, креветки жарятся очень быстро. Вот они здесь даже в тепле полежали и уже почти готовы. Главное их не пережарить, иначе они становятся резиновыми. Наша вафля готова. Так и не скажешь, что в ней нет муки. Сейчас нам нужно обжарить креветки и приготовить глазунью. Кстати, я рекомендую разбивать яйца на холодную сковородку. Так они получатся более нежные и без корочки. Ну, у некоторых, может быть, нравится зажаренная яичница, но мне нравится гладкий белок. С одной стороны можно поджарить яичницу, а с другой — креветки. А здесь лучше бы, конечно, разогреть. Жарится. Пока жарится креветка, мы можем разделать авокадо. Кстати, чтобы выбрать спелый авокадо, вам необходимо посмотреть на вот эту область. Она у спелого авокадо более коричневого цвета. Еще когда вы надавливаете на шкурку, должна ощущаться мягкость. Этот авокадо спелый. У него легко отходит шкурка от мякоти. Сервируем нашу вафлю. Руккола для свежести и для легкости, и для витаминов. Сверху можно добавить авокадо. Наши креветки. Рекомендую соус терияки. Он очень хорошо сочетается с креветками. Мы получили полезный, сбалансированный завтрак с хорошим сочетанием белков, жиров и углеводов, с хорошими жирами, с хорошими углеводами и хорошими белками. Наш завтрак готов. Приятного аппетита! Я все время вот удивляюсь, как можно много сделать завтраков на основе яичницы, да? Да, действительно. И, кстати, вот как раз-таки, я думаю, красивая картинка и вот эта эстетичная подача вкусной еды, я думаю, как раз-таки перевесит ту чашу весов против за и против завтракать или нет. Все-таки, да, друзья, кушайте вкусно и вместе с нами. Да, но завтракать перед рабочим днем на этой неделе нам предстоит как бы больше, чем обычно, но, тем не менее, впереди будут 3 выходных дня, и мы с вами увидимся уже 9 марта. Друзья, хороших вам выходных, отличного завершения недели. Всем пока!